Дорогие канажцы, званый ужин продолжает свои шествия по голубому экрану канажской студии телевидения. И сегодня наша участница под номером 3, наша обворожительная и красивейшая женщина, девушка, я так скажу, Неля, будет набирать продукты для своего званого ужина. Итак, мы стоим около нашего замечательного, всеми любимого магазина «Чайка». И сейчас мы прямой дорожкой направляемся в этот магазин для набора продуктов. Вперед, Неля! Вперед! Вот мы зашли в этот замечательный магазин. И начинается наш поход За покупками? покупками. Берем корзинку. Неля. Да, обязательно. Вот она, корзиночка. И вперед. Вперед. Ну что, Нелечка, какие продукты тебе нужны для твоего званого ужина? Наверное, Ну, ты во-первых, уже все продумала. да, много думала, конечно, много передумывала. Но я хочу сначала что? Сначала для салата я хочу взять куриную грудку. Да. Большая Вот как- витрина. да, тут ассортимент вообще большой, широкий ассортимент. Я беру для салата грецкий орех. Нам много его не надо. Чернослив нам необходимо. 1 лимон беру и 1 апельсин. 6 киви нам хватит. Перец болгарский необходимо нам. Берем зелененький, Так. розовый и красный, чтобы у нас красивый, сочный, сочное блюдо получилось. Сливочное масло, сыр твердый, Сыр твердых сортов, пожалуйста. И майонез. майонез, йогурт. Так. Один возьмем мы с клубникой, Да? Так. один с бананом. Можно просто натуральный взять. Натуральный, да. Да, ничего страшного. Мы возьмем поменьше процента, потому что менее калорийные. Так, далее. Сливки берем. Так, берем яйца, потому что они пригодятся нам и на салаты. Любимый отдел горожан и кондитерка. Здесь большой ассортимент конфет, печенья, всевозможных хлебобулочных изделий и разных-разных сладостей, которые любят не только дети, но и взрослые. А сейчас мы идем к кассе. Нелечка, набрали? Да, Пойдем готовить к тебе и Пойдем. ждать гостей наших. с удовольствием. Мы пошли. В гостях у нашей третьей участницы, очень красивой и очень талантливой, очень хозяйственной девушки, Нелечки. Итак, Неля, чем ты будешь наших гостей долгожданных встречать и в то же время показывать нашим канажцам? Какой же званый ужин ты готовишь нашим гостям? Ну, С чего мы начинаем? Да, я хочу начать сначала, конечно, мое меню. Салат виноградная гроздь. Затем у меня будет второе уже горячее блюдо, это лагма. М? На третье у меня будет смузи, это фруктово-ягодное. Ты Да. замечательно. Да. Но для того, чтобы начать мне эту процедуру, как говорится, подготовка меню, мне надо сначала поставить тесто. Да, потому что пирог. тесто подходит, да, дрожжевое тесто, его надо, Ну что, приступаем к тесту? да. Какие компоненты ты включаешь? Ну, во-первых, В этот я пирог. взяла сливки. Сливки. Да, их, А почему сливки именно, а не молоко? а потому что допустим? для габади подходит, я привыкла сливки. Просто почему-то. жирные они, да? Да, Поэтому. потому что они жирные, они более вкуснее, как бы, я не знаю, насыщеннее, что ли. Сколько ты берешь сливок? Сливок, ну, я где-то взяла, наверное, 0,5 литра. Вот. Дрожжи, я люблю дрожжи сухие. Да, я тоже, между прочим, Да. почти не сухим дрожжам. Ну, чтобы быстро. Да. Нужно- в наш век нужна скорость и быстрота. Так. Сахар. Сахарный песок, да, сахар. Пожалуйста, хватит. Ну, мы будем. Ну, примерно Да. столовую ложку сахара. Столовую ложку, полтора можно. Соли, по-моему, где-то около пол-чайной ложки. Так, а маргарин сколько идет? Маргарин где-то грамм 50 можно, потому что у нас здесь... Сливки жирные, да? Да. Так, ну, замечательно. Все размешали. Муку мы заранее все просеяли, конечно. Да. Отлично Ну, просеяли. обязательно, чтобы она была более воздушной и кислород. Обогащаем Обогащаем кислородом. кислородом. И вот наше тесто для нашего национального татарского Да. пирога Да. под названием губадия. Пирог, который состоит из 4 и более начинок. Здесь каждая хозяйка использует при приготовлении губадии свои начинки.
Вот. А у нас здесь традиционный идет, что, Неля, у нас идет традиционный? Карт. Картский, это, Да. это красный, по переводе красный творог. Да. Тесто готово. Тесто у нас готово для нашего фирменного пирога Губадия. И мы его сейчас отправляем для того, чтобы он расстоялся. Да, я Где-то минут на 40 хватит. И теперь мы переходим к приготовлению салата. Салат называется виноградная гроздь. Так, вот компоненты. Расскажи, пожалуйста, Неля, все. Из куриной грудки, орех, грецкий орех, Так. чернослив, яйца, сыр, майонез и виноград. Ну, для украшения я взяла еще виноградные листья наши. Куриную грудку мы, конечно, отварим, мы ее заправили сразу же майонезом, потому что легче смешивается, легче накладывать. Да, берем, значит, грудку. И нам надо делать так, как форму винограда. А, вот как, потому что само Да. название виноградная Да, гроздь да. должно соответствовать. Да? Да. А кто тебе привил любовь к Мама, кулинарии? моя мама любимая. Да, мама любимая. Да. Хорошо. Следующий идет у нас грецкий орех. Честно говоря, у меня все хорошие директора были. Я не могу плохо сказать ни про какого директора. Я работала при Валентине Порфирьевне Кирилловой. Ну, конечно, Да. 40 лет их сколько Да, сменилось. потому что 40 лет, почему я 40 лет там работаю? Раньше было на полставки работала. Я просто работала в магазине, в Раймаге работала, и в Эйлеме работала. И тоже одновременно я на полставки работала кассиром на рынке. Поэтому я так считаю, что на рынке работаю 40 лет. Это рынок, это место, где, наверное, встречаются все канажцы. У нашей Нели двое замечательных детей. Сын Марсель и дочка Лиля. Следующий компонент у нас виноградная гроздь. Да, И идет виноград. обязательно идет виноград. И вот наши салаты готовы. Замечательная виноградная гроздь. Красота неописуемая. Ну и, конечно, вкусовые качества я уже тут просто не представляю, как, наверное, это вкусно и полезно. С салатом мы управились, а теперь время для приготовления второго основного блюда. Это горячее блюдо. И у тебя прям такой красивый набор продуктов, что просто напрашивается вопрос, а что же это такое? Что ты будешь готовить? Чем удивлять будешь? Ну, это уж, конечно, мне кажется, известное всем блюдо. Называется лапма. Лапша она делается, во-первых, только на яйцах. Мясо. Это говядина молодая у нас, очень молоденькая говядинка, хорошая. Без прожилок, конечно, без этих лук, морковь. И все у нас режется кубиками. Помидоры, перец болгарский. Ну, также у нас зелень, петрушка, укроп, пожалуйста, базилик на вкус, да, на любителя, конечно. И чеснок, обязательный чеснок. Это такая тоже лапма. Я, во-первых, поставила на плиту, сотейник поставила, чтобы с толстым дном посуду. И будем обжаривать мясо, да? Да. В первую очередь пускай мясо. Давай. Мясо, конечно, мы порезали вот этими кусочками небольшими, тоже кубиками. И сколько времени готовится это блюдо? Ну, это блюдо, конечно, готовить минут, ну, может быть, минут 30-40, потому что телятина молодая. Да, маленькое мясо у нас потушилось. Видно, что мясо Да. почти готово. Да, ну, почти можно. И морковка. Добавляем морковь. Морковка, она, так как она долго варится, тоже надо ее в первую очередь запускать. Вот, мы много класть не будем. Добавляем лук. Перчик болгарский. Болгарский перец. Красивый. Да, красиво, какой ароматный прям. А сейчас мы запускаем лапшу, специально подготовленную для лагмана. Пока готовится, мы вам, по-моему, уже говорили. Да. И сколько минут? Минут 10. Сейчас мы сделаем быстрее. Ну и, наверное, трава, которая здесь находится. Травку присыпем. Так, и базилик. Базилик. Так, красиво разложим. Красиво, красиво. Аппетитно как. Лагман готов. Ну что, Нельчика, настало время готовить твой фирменный пирог Губадия. Татарский. Естественно, чем больше мнешь, тем оно вкуснее. Так, я занялась тем, что натираю на терке, потому что там встречаются крупные такие кусочки. Да, действительно, оно вязкое. Да. И удерживает изюм. Теперь пойдет первая начинка, первый слой начинки. Первый слой начинки мы берем рис с изюмом. Рис с изюмом. Рис отварится до полуготовности. Песок и масло. Да, песок. Обязательно. Мы его так по кругу пропустим.
берем, варим яйца. И сколько штук нужно положить на Штуки этот 5 пирог? на один пирог. Такая удобная у тебя Да, и постоянно терочка. Мне очень Аккуратная, маленькая и очень Она не удобная, да, мешается. не мешает абсолютно, О, очень даже. Так, дальше идет у нас Как? Неля, чем ты любишь увлекаться? Где вот есть какое-нибудь увлечение? печь. Готовить? Печь. Вот, видите? Идет процесс защипывания пирога, а мы Меняем. тем временем готовим крошку. Обязательно нужна мучная крошка, которая состоит из муки, сливочного масла и песочка. Крошка такая прям однородная масса получилась. Красивая. А сейчас мы отправляем пирог в духовку. Смотрите, все начинки видны. Все, какие есть в этом пироге, все видны. Замечательный пирог. А еще рядом черносливинки. И урюк. Скоро будет. Который подлежит к чаю. У Нелли еще одно блюдо есть. Очень интересное и популярное, и любимое. Не только детьми, взрослыми. Нель, что ты еще приготовил нашим гостям? Ну, плодовые ягоды я приготовил смузи. Смузи. Да, это там получается у меня что? Вот, какие у тебя ингредиенты, я смотрю. Вот смотрите, у нас получается банан, Так, киви, так, клубника, клубника. да, и йогурт. Йогурт. Это у нас будет первый слой. Да, ну, конечно, можно и первым слоем сделать какой цвет? Зеленый. Ну, Почему? да. Почему? Потому что если мы сделаем зеленый, затем желтый, как называется банан у нас, и красный получается светофор. Светофор. Да. Вот. Ложку меда, потому что у нас она кисленькая. Какой мед хороший. Очень хороший десерт, очень полезный десерт. Теперь у нас последний. Клубника. Клубника с йогуртом. Так. А йогурт мы взяли специально Тоже клубничный. клубничный, чтобы он перебивал вкус других ягод. Какой аромат. Еще бы. Также накладывается аккуратненько, просто по стенке, вот так чуть-чуть. В гостях, кто побывает в татарской квартире, обязательно без Знаешь, чая что- и губадимы никого не И отпускаем. к чаю у нас еще что обычно? Лимон, Да. чернослив, курага и урюк. Да. Вот все. И вот, пожалуйста, вот наш называется чистый татарский чай. То есть все, что нужно для чая, у нас здесь есть. 6 часов. Мы с тобой справились, мы с тобой все сделали, а сейчас настало время встречать наших долгожданных гостей. Можно? Любовь Михайловна. Добрый день. Вот розочка. Цветите как эта розочка и даже краше будьте. Спасибо, дорогая. Спасибо. Я первый раз Спасибо, у вас в гостях. Спасибо. И дай Бог не последний Да, раз. дай Бог не последний. Я очень рада гостям. Дай Бог счастья в Проходите. этом доме. Проходите. Так, разрешите? Ой, К вам можно ворваться? конечно, Вроде бы я сюда конечно, попал. Конечно, Виктор Иванович. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Наля, здравствуйте. Какая Проходите, красивая. Проходите. Как невеста в белом платье, все. Ну, молодец. Так, ну, в гости приходят подарки, полагается. Ну, я скромный подарочек. Всегда пригодится в хозяйстве. Между прочим, для татар это никогда не лишнее. Татары посуду очень любят. Как, вы татарка разве? Да. А с виду не скажешь. В мусульманскую квартиру попали. А, ну, с виду же не скажешь. Вот. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, долгожданный, мы тебя ждем, никак не дождемся. Прекрасно. Да, проходите. А сейчас участники проекта приступили к обсуждению меню. Виноградная гроздь. Состав. Куриная грудка, грецкий орех, чернослив, сыр твердый, майонез, яйца вареные, виноград. Лагман. Горячее блюдо. Пирожок, по-русски пирожок с творогом. Причем красный творог. Красный творог. Интересно как. Обязательно попробуем. Хороший, видать. Смузи. Фруктово-ягодный. Бананы, ягоды. Это, видимо, десерт такой. Бананы, ягоды, клубника, киви, мед, йогурт. Интересный состав. Посмотрим,
Попробуем, тогда и оценим. Меню я прочитала, очень интересное. Все 3 блюда очень колоритные. Салат, виноградный гроздь. Второй лагман, горячее блюдо. Вот. И тут, значит, габудия, это татарская выпечка интересная. Мне татарская выпечка всегда нравилась. И смузи, сейчас очень модный напиток, фруктово-ягодный. На Западе все вместо завтрака обычно пьют вот эти смузи. Бананы, ягода клубника, киви, мед, йогурт. Попробуем. Салат виноградная гроздь. Честно, очень люблю орехи, чернослив. Тоже вот виноград, мне кажется, освежать будет очень салат. Лагман лагману, наверное, рознь у каждой хозяйки. Попробуем сегодня Нейлин. Губадия. Тесто, рис, изюм, красный творог, корт, яйца вареные. Ну, честно признаюсь, блюдо редкое. Смузи, фруктово-ягодный. Ну что ж, впечатляющее меню. И жду не дождусь все это попробовать. Мне кажется, будет очень вкусно. Красиво виноградной гроздью. Да. Или по-другому в народе говорят, это виноградник. Ух ты, какой красивый виноградник растет в Неле. Говорят, голод лучший повар. Девочки, мне очень нравится, когда вот меня все едят. Когда вот едят, мне кажется, что мне все вкусно приготовлено. Да. Вообще мне тоже в салате нравится, когда присутствует чернослив. Да. Да, Особенно когда с курицей. да, чернослив Он хорошо. вот как-то вот... Сочетается хорошо. А сейчас основное блюдо в студию. Основное блюдо лапша Горячее блюдо лагман, оно считается как первым, так же и вторым. Так что Да. здесь вилочки есть и ложечки есть. Спасибо. Ой, какая красота. Приятно пахнет, И между прочим. базилик там есть. А приятно пахнет. Как красиво. Приятно пахнет. А мне кажется, еще и сытно, потому что Настоящий. лагман. Да, настоящий лагман. Лапша такая красивая. Пахнет прекрасно, выглядит хорошо. Посмотрим сейчас на вкус. Лапшу сама тоже делала, да? Сама. Все делала, лапшу все сама. Мастерица. Мастерица, мастерица. Молодец. Ну а сейчас настало время развлечения. Ну, якобы, не обессудьте меня. Да, не Не судите. судите меня, да. Вот, и что... Ну, там давайте споем, и тогда мы поймем, что давайте. именно в этой песне говорится. Я забуду обиды, я прощу даже то, что не стоит прощать. Приходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь, вином угощать. Ходите в мой дом, мои двери открыты, буду песни вам петь. Я вас так полюбила, на самом деле, вот поэтому я хочу вам сделать кое-какие маленькие подарочки, которые называются любовью. Ой, какая красота. Любовью к вам. Я вас так люблю. Спасибо, моя дорогая. Спасибо. Как хорошо, что именно про Еще и подарки. Такие вкусные делает блюда. дружных людей. Я вас так люблю. Спасибо. Я вас как люблю. Да, спасибо. Спасибо. Здорово, что вы Спасибо. А как красиво. А как вкусно должно быть. Ну, это просто чернослив, курага и изюм. Это вы можете класть в чай, По желанию, в чай, кто по желанию. хочет, да. Поэтому я положила вам тарелочки. Спасибо. Слои видите какие? Вот первый слой какой? 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 Это рис с изюмом первый. А, рис и Второй идет яйцо. яйцо. А третий идет. Я только курагу вижу. А третий у нас слой идет красный творог под названием корт. А, это Вот я и хочу красный. спросить, а где я красный думала, творог? курага А, это. вот красный творог. Вот Это он. и есть красный Да, творог? да. Чай в студию. Ура! Чашечки Вот изумительные. чашки красивые. ага. Так, Мягкий пирог. А я сначала мельком посмотрела, я думала, это королевская ватрушка сначала. Ага. Это так продолжаем. Короче.
Замечательный десерт смузи от Нелечки. Витамины в студию, витамины. Ой, как смурфно. Смотрите, как красиво. Ой, как красиво вообще. Как красиво. Губодел. Охлаждающе. По званому ужину, мне кажется, все мои гости были довольны. Я старалась. Только, гляжу, Виталий Осипович не доел губодью, может быть, не понравилось ему. Но остальные, мне кажется, все довольны были. И Любовь Михайловна, мне кажется, поставит мне 80 баллов. Если честно, Нелечка меня приятно удивила. И название интересное, и сервировка интересная. Все так замечательно, все так вкусно. Вот салат виноградный гроздь мне очень понравился. Я весь салат съела. Лагман тоже бесподобный, все очень вкусно. А губодия меня вообще поразила. Я вообще очень люблю вот это татарское блюдо. И смузи тоже приятно порадовало меня. То, что жарко и, в общем-то, прохладным подалось. Вот, и все так красиво было. Мне все очень понравилось. Единственное, чего мне не хватило, это кондиционера. Я ставлю 100 баллов. Денис, мне кажется, 100 баллов. О сегодняшнем ужине хочу сказать, что он не был исключением по сравнению с двумя предыдущими. Тоже был очень хорошо организован на высоком уровне. Гостеприимство было налицо. Прекрасные блюда, хорошо подобраны. Кулинарные навыки были применены. И какая-то фантазия тоже задействована была. Очень понравилось. Хочу заметить, что сама атмосфера, то есть, была очень по душе. Все на высшем уровне, все хорошо. Но свои оценки буду непреклонен. Все же думаю, что есть куда человеку расти, куда развиваться. И поэтому моя оценка 90. Виталий Осипович тоже 80 баллов. Блюда очень все вкусные, очень сытные. Салат замечательный. Все было здорово. Лагман, конечно, можно было язык проглотить. И украшено красиво, и посуда красивая. Все хорошо. Десерт, действительно можно язык проглотить. Очень вкусно все. Действительно, губодия, такое тесто прекрасное. Все замечательно. Скромнее, конечно, представлено отдых. В принципе, компания собралась хорошая, поэтому все было здорово. Общий итог я ставлю вот. Завершился званый ужин у нашей участницы Нелечки. Я думаю, что нашим гостям званый ужин очень понравился. И как он им понравился, они оценили его сами. Надеюсь, что четвертый участник, Денис, также удивит нас своим званым ужином. И гости также по достоинству оценят его и кулинарное мастерство, и развлечения. А я с вами прощаюсь. До скорой встречи. До свидания. Пока.